историю того, что было здійснено Зіновієм Станіславовичем, з його колегами. И что такое для нас Куропаты, я это все вельми разумел, поважал, шановал. И дякував Богу, что я могу не посприять вертанню Куропатов в громадську свідомість. Я працював тоді журналістом інформаційної компанії «Белофан» до 11-го года. З 11-го года по сьогоднішній час працюю в газеті «Щоденник «Новий час». І Куропатська тема стала одним з головних накерунків моєї журналістської праці. Я активно удільничав в громадянській ініціативі оборони меморіалу Куропати. Ось, і писав нечто, свой опыт, некие там думки со своего опыта назапашенного, передавал другим, іншим, допомагав. В 2004 году мне захотелось не ушановать память моих продков, этих всіх людей, які загинули в этом місці. Мне допомогли мої сябри, ми знайшли відповідний камінь з постамента помника Сталіну у Менську. І зробили так званий габрейський камінь. Ось. Ми його привезли, поставили, прийняли відповідні міри. Хотя мне хлопцы казали, а все там, я говорю, не треба, не все. Мы поставили, открыли, а праз годину приехали яны, а уже он стоял, это помню. Что это за помник? На им символы нашего народа, зорка Давида, Семенора, и написанный такой текст на белорусской мове и на мове идиш. Текст такий. Нашим одиноверцам, иудеям, Коска, братам по книзям, мається на увазі Біблія, християнам и мусульманам, ахвярам сталинизму от белорусских габреев. Это было как раз вот в этот день сегодняшний, ровно 14 годов тому назад, 29 костричника 2004 года. І він зараз стоїть у Куропатах. Я ще зі своїм сябром покойним Ібрагімом Конопатським ми з ним учились, сябровали. Я йому кажу: Ібрагім, давай я зроблю від нашого народу, а ти зроби від татарів. Ми ще домовлялись, що побач він поставить від мусульманів. Ну, його не отрималось. Мы его поставили, и он накерованный на Иерусалим. И я думаю, что это помник, ось, и он кранає людей. Ну, а потім шмат чого було в Куропатах. І 5 років тому прикладно я зрозумів, що я можу не тільки зробити, потому что я писал про то, что робится вокруг Куропатах. Но сам отчувал, что не все то, что там робится, мне по душе, скажу вам щиро. Потому что я, як вам сказать, я поважаю разные формы. Но я больше, я лечу, что можно сделать больше, толерантно, терпимо, чим мітингова. Всюди мітингова нетерпимо перемагає. І я зібрав своїх однодумців і сказав: хто со мною, давайте ми зробимо. Ну, там мене потім упікали, що треба відновуватися. Я кажу: знаєте що, дорогі мої, всі люди на світі різні. У кожного у житті, на галинці життя своя веточка.
свое место. Давайте не будем всех в одну. Пролетарии всех стран, объединяйтесь, не треба. Вы можете это робить, а я могу нечто іншее. Мы створили, вот как раз 5 годов тому, ну вот праз месяц буде 5 годов, громадянскую инициативу «Эксперты в оборону Куропатов» з одних спеціалістів, професіоналів. Кожен у своїм, там, архітектори, юристи, там, археологи и так далее. И поставили 3 задачи. Первая – распаўсюд ведаў про Куропатов, потому что Беларусь не ведае Куропаты. Другое – створение историчной топографии Куропатов. Як працавала эта фабрика смерти, потому что Зенон открыл, конечно, с сябрами, але шмат чего не поспел, а так как я там жил каля Куропатов, мне была можливость обвести, визуально проглядеть каждый квадратный метр этой территории, 26 гектаров. Ну и не только проглядеть, еще раз выучить все открытые границы и опытать еще раз людей. И мы опытали всех, кого только можно налогов. И так отрымалось нормально. Мы зробили историчную топографию. Зараз мы ведаем, вот наши эксперты, археологи подтвердили, что то, что мы зробили, мое право жить. Эта версия, она науково обґрунтованная. Мы ее озвучили на нескольких международных науковых конференциях, эту версию историчной топографии Куропатов, и она уже вошла, как бы, в навык белорусской истории. Ну и третье, мы зробили выставу по выниках этого всего, яку до вас привезли. Эта выстава зараз, она потом была еще в юбилейце, Молодечне, была еще в Белорусском гуманитарном лицее. Зараз она ездит по Черниговской области Украины, была она в Институте национальной памяти в Киеве, демонстрировалась. Зараз она ездит по Черниговской области, по всех районах. Потім вона поїде по Харківській, потім по Житомирській, потім по Волинській, потім по Тернопільській, потім по Львовській. Ось. Ну і рихтуємо ще такого роду вистави для Білорусі і заміжжя. Ну і опошній напрямок нашої діяльності, да, ну, по першому повсюду. Книжку я подрихтовал, один вариант, другой, но пока не могу ее надруковать. Маленькую версию зробил короткую и великую, и еще одну рихтую. Ну, я думаю, зробим это. И еще там у нас на подходе есть речи. Ну и опошний напрямок нашей деятельности – суды в оборону Куропатов. Мы вирішили судить за суладами. И первый суд почали супротив Генеральной прокуратуры. Потому что мы чудовно разумели, что суд – это такое место, это не митинг, что ты дурак, а ты двойный дурак, а это суд. И что тут треба аргументы, и на твои аргументы отказчики повинны выставлять свои аргументы и документы. И ты напрацовываешь фонд документальный. И дякуючи менавіта першому суду, супротив Генеральной прокуратуры, мы отримали, я лечу, самый важный документ. Мы отримали представление Генеральной прокуратуры про то, что все, что там отбывается, это незаконно. Разумеете, вот это клиничный, первый, от его все тягнется. И этот документ, конечно, они сами, мабуть, не вытягивали, что отрималось. А для нас мы ведали выники, что будет. Але мы отримали, и он у нас есть, и он пришел в свет. Потом были іншие суды, еще 3. И они уже утямили, что они пролетели. И они уже больше не давали возможности дозволять, разумеется, себе такую роскошу. Один из судов не дозволили, нам не дозволили пикеты в оборону. Но это не дозволили, пикеты, это такая речь, но мы его зараз КПЧ
абскарджваем вынікі этого судового порядку. А два других, у тым ліку супраць культуры і Ігора Чарняўскага. До речі, одного з заснавальнікаў Беларускага народного фронту, племянніка Міхася Чарняўскага, які даў дазвол. От ён менавіта даў дазвол. Мы супраць яго суд. Яны не дазволілі гэты суд, але мы это праводзілі. І цяпер вот гэтыя нашыя суды, я лічу, з'яўляюцца хорошым грунтам для того, каб вот Дзяніс тое, што ён нарыў, ён уже на іншым узроўні, іншымі метадамі. Ён малады, яго ўсё наперадзе. Мы яму дапаможам, і ў яго ёсць мажлівасць з нашымі юрыстамі, якія добра ведаюць тэму, працягваць судовыя працэсы ў абарону курапатаў, якія будуць мець, я ўпэўнены, вельмі вялікае значэнне для